салому алайкум тамошобинони азиз, хосатан суҳбатон ба хайр бошад. Тамошобинони ҳамешагии барномаи мустақими Салом Хуҷанд. Чӣ тавре огаҳ ҳастед, имрӯз рӯзи шанбе мо суҳбат дорем бо коршиноси доимии барнома Шӯҳратҷон Иброҳимов. ҳафтаи гузашта чун рӯзи тақвим ва рӯзи умумиҷаҳонии ханда мувофиқ омад, ҳафтае ба шумо истироҳат додем ё ки шумо бар мо истироҳат додед. Хуш омадед мегӯем ба студия. Суҳбатон ба хайр бошад. Роман, доброе утро. Дорогие телезрители, рады снова быть у вас. Кто не знает, я Шухрат Ибрагимов, мотивационный спикер. И у вас снова в гостях дискуссия «Формула успеха через личностный рост». И мы сегодня поговорим о чем? Доим ба читаври дар мавзӯи қаблӣ ваъда дода будем ки мавзӯи ҷаҳонишавӣ ва таъсири он ба ҳаёти имрӯзи моро баррасӣ мекунем. Имрӯз низ ин мавзӯъро баррасӣ хоҳем кард ва идома хоҳем дод. Мавзӯъ чунин аст: таъсири ҷаҳонишавӣ ба ҷомеаи имрӯзи мо, ба давлати мо, ҷамъияти мо чӣ гуна аст? Барои мушаххас кардани мавзӯъ саволҳо пешниҳод мекунем. имрӯз мегуфтед ки одоби шарқиёна ва раванди ҷаҳонишавӣ. Одоби шарқиёна куҷо шуд? Албатта ҳаст, вале чӣ тавр кунем ки тарозу баробар бошад? Албатта, спасибо за вопрос. Как вы сказали, мы будем сегодня немного дискутировать о влиянии глобализации на наше современное общество. И есть плюсы, есть минусы этой глобализации. Экономика не стоит на одном месте, страны развиваются, границы открываются. И от этого, хотим мы того или не хотим, есть определенные влияния Запада на наш Восток. В 2000 году Ассамблея ООН приняла резолюцию о том, что глобализация должна нести объединяющий характер, а не разъединяющий. Что это значит? Также вкратце там говорится в этой резолюции, что каждая народность, каждая нация, каждая культура, каждые страны должны иметь особо свои традиции, свои культуры и, объединяя свои культуры с другими, вместе созидать и улучшать наше будущее. А не так, чтобы уходить от своей культуры, от своей традиции, от своих корней и принимать сугубо, скажем там, либо западные, либо восточные традиции. Поэтому было бы хорошо, если мы и наше общество взяли бы все лучшее от наших соседей, но в то же время не теряли наших корней. Не будем далеко идти. Наш Навруз, прекрасный праздник, это наше сугубо восточное Курбан-Байрам, Рамазан исламское, Пасха, Рождество христианское. То есть у всех народностей и культур есть свои определенные корни. И в этом красота, что каждый в отдельности уникальный, и вместе они идут, не теряя своих корней. Но, с другой стороны, мы сегодня видим, что наше общество берет, скажем, не очень-то нужные вещи из Запада. Те же самые, например, будем говорить о примерах. Пару лет назад я был в Риге, в Латвии, и многие наши друзья занимаются перевозкой машин из Прибалтики. И говорят, там настолько чисто, настолько красиво. И я был свидетелем, когда туристы из бывшего Союза гуляют по Риге и бросают фантики от конфет. Прибегает женщина, пожилая, лет 60, и начинает на своем латышском, наезжая, говорить, что нельзя солить, уберите фантик себе в карман. Наше недоумение, как, что? Я говорю, смотрите, вон там есть урна, смотрите, что здесь везде чисто. Нужно смотреть за чистотой. Это не обязанность каких-то определенных, скажем, структур по чистке улиц. Это обязанность каждого гражданина. Возвращаемся к себе в Таджикистан. Опять же, я очень нервно реагирую на такие вещи. Пару дней назад заезжаю в город, на своей машине, у меня в машине гости, передо мной едет другая машина, и они свободно кидают в окно салфетки, влажные салфетки.
Я начинаю моргать, догоняю их. Вторая, третья, четвертая, чистая улица. И салфетки прямо из машины. На меня гости смотрят и говорят, это у вас нормально, что они кидают вот так мусор в окно машины? Я говорю, это скорее всего не наши, но мне стало стыдно за своих. Я хотел обогнать эту машину, остановить и спросить, но обгоняя увидел, что это мои знакомые, причем за рулем была женщина. Это вот те стороны, когда на Западе глобализация и учит нас, что нужно быть ответственным за чистоту, за экологию, а у нас, беря те же самые западные влажные салфетки, кидая его на улицу. С другой стороны, при воспитании очень часто мы смотрим, что, как Борис сказал, на наше поведение, на нашу одежду. Мы из Запада берем хорошие вещи, те же самые джинсы. Жена все время ругается, когда видит, что молодые парни носят такие узкие джинсы. Она говорит, что это за манера? Дорогие родители, это упрек вам, это упрек нам, что нашим молодым парням нельзя на физиологическом уровне носить тугие джинсы, тугие вещи. Есть определенная анатомия, вы все это прекрасно знаете. Ну, нормально, когда девушки носят, но когда парни носят настолько тугие, чтобы выделить свои плечи, ну это хорошо, идите в спортзал, занимайте свои плечи, но не надо носить тугие штаны. Это противоречит нашей мужской физиологии, то есть нашей силе. Поэтому, пожалуйста, дорогие родители, упрек нам, когда у нас растут подростки, пожалуйста, смотрите, что они одевают. Это очень сильно влияет на физиологию растущего организма. В Джованни, президент Джованни Мерио Такелло, причем итальянец, после открытия границ использовал глобализацию и у нас открыл фабрику. Прекрасная продукция. Западный бизнесмен производит у нас органические, чистые продукты из хлопка и вывозит на Запад для продажи. А у нас импортируем западную синтетику. Опять же упрек нам, родителям, чтобы мы смотрели за тем, что одевают наши дети. Синтетика это не наша. Спасибо правительству, спасибо мэру области, нашему лидеру, нашему президенту, что сегодня восстанавливают Адрас и Атлас. Это хлопок и шелк. Это прекрасные вещи, которые соответствуют нашему телу, нашему организму. Мой отец, причем очень начитанный, все время говорит, мы должны питаться той продукцией, которая растет в радиусе 60 километров вокруг нас. И одевать те вещи, которые сделаны из нашей продукции, в данном случае из нашего хлопка, в радиусе 120 километров. То есть наше окружение, оно благотворно влияет на наш организм. Это говорит о том, что западные вещи для Запада, восточные вещи для Востока. Мы скоро, скорее всего, в следующей передаче будем говорить о ГМО. Это все те западные синтетические продукции, которые сегодня импортируются. Мы должны смотреть, что мы потребляем. У нас прекрасные местные продукции, колбаса, хлеб, сыр, мясо. Это тоже западное влияние, поэтому нам нужно будет контролировать, что мы употребляем, не беря все западное. میخواستم به هر بابت موضوعی هست که بسیار بحث دوماندار دارد و سوالیان چند هست. این لباس بانوان Одежда. در این ما نمیخواستیم دایر و آداب که درست هست نیست سخن کنیم. از غرب ما طرز لباس پوشی چگونه رو باید گرفته باشیم خصوصا برای بانوان؟ У нас, да, мы сегодня видим, что у нас заведено очень много одежды западной, с открытыми плечами, короткие, не будем впадаться в подробности, чтобы не задеть нашу прекрасную половину. Но мы должны учесть наш менталитет первое и нашу погоду второе. У нас 320-340 дней в году солнце, причем солнце под 40 градусов бывает. И та синтетика и те открытые вещи, которые сегодня носят наши девушки, это
очень отрицательно влияет на здоровье. На кожу верхнюю, на лицо, которое очень быстро стареет от того, что не носят подобающей одежды, на короткие вещи. То есть мы должны, опять же повторюсь, носить нашу одежду из нашего хлопчатобумажных изделий, из хлопка, нашу местную. Как можно больше закрывать, потому что у нас очень яркое солнце. Зимой очень прохладно, поэтому синтетика зимой вообще не подобает. Вы должны следить, дорогие родители, мы должны следить за тем, как и что одевают наши дети. Наши местные, все, что мы производим здесь, из нашего хлопка, оно благотворно, опять же повторюсь, влияет на наше тело, причем максимально закрывает нас от солнца. Пожалуйста, берите от Запада большие шляпы. Почему бы и нет? Они хорошо закрывают лицо, хорошо закрывают попадание солнца на лицо. Почему бы и нет? Но, опять же, мы должны контролировать, что мы одеваем. Немножко отойдем от темы. У меня очень задевает курение. Я хочу, пользуясь моментом, тоже взять пример Запада, глобализации, где для курения отведены определенные места. У нас есть закон, который запрещает курить в общественных местах. Оказывается, есть штраф 30 и более рублей, самони. Но мы часто видим, что даже учителя, прошу прощения, курят на переменах и бросают эти окурки куда попало, причем, заходя в класс в дыму, говорят нашим ученикам, нашим детям: не курите, этого нельзя, это вредит вашему здоровью. Но учителя курят. Поэтому я благодарен нашим органам, которые контролируют такие вещи. Хотелось бы также подчеркнуть, чтобы мы, родители, мы смотрели на улице, когда люди курят, чтобы просто подходя культурно и вежливо объяснить, что когда вы курите, это плохо влияет на окружение. Наши дети гуляют по улице, играют на улице, и они курят сигарету. У нас есть восточный носовой, который плюется где попало. Хотелось бы, чтобы мы в этом плане последовали именно Западу, именно глобализации, когда у них есть определенные места для таких вещей, огороженные, где их не видят ни подростки, ни дети. У них есть специальные места, где они могут, прошу прощения, даже плеваться. Не так, как у нас в некоторых местах. Я не говорю, что у нас в абсолютном, но есть очень мало людей, но есть, которые все-таки плохо влияют на наше поколение. Хотелось бы, чтобы вы и мы обратили на это больше внимания. Як савол диҳам. Ози мисолҳое ки оварде доир ба тозагӣ, муҳити зист, доир ба намуна шудан ба насли наврас ва ҷавонон. Пример лучший. Чикор кунем ки масъулияти мо баланд бошад, масъулиятшиносии мо баланд бошад. Новобаста кадом ҷабҳаи рӯзгоре ки набошад. Ответственность. В своей книге «В гостях Всевышнего Господа миров», которую я издал в Москве, я выделил отдельную главу, которую так и назвал «Ответственность». Это один из 5 столбов счастливого человека. Мы должны быть ответственны. И на что базируется ответственность? Это наши дети. Все, что мы делаем, отражается на наших детях. Мы должны быть ответственны именно для того, чтобы в будущем наши дети не повторяли тех ошибок, которые повторяем мы сегодня. Курим, бросаем мусор, нецензурно выражаемся. Именно ответственность направляет нас, чтобы, как пинок под зад, мы имели в виду, как на нас смотрят наши подрастающие поколения. Именно они являются тем стержнем, той базой, на котором стоит наша ответственность. У меня есть пару недальновидных друзей, которые говорят: я беру воспитание западное для своих детей. Я им позволяю все. Все, что они хотят, я им покупаю, даю. Я говорю: почему? Говорю: именно западное воспитание. Я был в Америке, я видел, что они позволяют детям все, что угодно. Я говорю: хорошо. Но ты не забывай, что восточный менталитет имеет свои корни воспитания. И также тот же Запад, тот же Дэниел Амен в своей книге, опять же повторюсь, «Невероятный мозг»,
Великолепный мозг в любом возрасте говорит, что детям нужно время от времени давать небольшие стрессовые ситуации. Тот же Запад, тот же глобализация нам говорит, что западное воспитание индивидуализма неприемлемо для социума, для нас. Небольшой пример. У моего сына пару недель назад лопнул мячик. Он ко мне приходит и говорит: отец, купите мне мячик. Я говорю: сынок, в моем списке расходов на этот месяц мячика нету. Хотя мячик стоит всего 20 саманей. Я говорю: для твоего мячика мне нужно поработать очень много, чуть-чуть больше, чтобы накопить еще 20 саманей. То есть я ему отказываю. Он приходит ко мне вторую неделю: папа, купите мне мячик. Я говорю: сынок, сделаем список. Каждый четверг жена мне делает список, тоже западный вариант глобализации. Я иду в магазин с этим списком, чтобы личные расходы не делать. И он приносит мне список, в котором написано: папа, волейбольный мячик. То есть начинает список с мячика. Вечером прихожу, и он меня спрашивает: я вам 2 недели прошу, я вам сам сделал список, чтобы вы купили мне мячик, но вы не купили мячик. Я говорю: сынок, я купил мячик. Это говорит о том, что западное воспитание, давать детям все, что они хотят с первого раза, неприемлемо нам. Дети должны знать, что жизнь не такая легкая, что не все дается с первого раза. Он должен знать, ребенок должен знать, что для чего-то, чтобы приобрести, нужно копить деньги, нужно работать. Это тот же новый стиль, тот же приемлемый из Запада, который говорит: сперва заработай, потом трать. А не так, чтобы ребенок захотел, мы ему даем, и мы говорим, что мы берем западное воспитание. Я думаю, это неправильно, сугубо мое мнение. من چندان فکرم ندارم که در غرب نیز کودک هر چیزی که خواهد به او پیشنهاد میکنم. پیش از همه شرایط لازم است که کودک هر چیزی خواهد پیشنهاد کنه. اینجا کارگردان میگن فرصت صحبتتون با اینجا رسیده است و شما میتوانید به رابطه بگذارید. علاقه. تماشابینان عزیز، یادآور بشیم کارشناسی دائمی برنامه شهرتجان ابراهیمov صحبت ختم میکنیم. در رابطه مردم نیز باوری داریم که با شما سوالهای بیشتر دارن، چون هفته گذشته در صحبت نبودید. Время быстро проходит. البته یادآور میشیم که شما برنامه مستقیم سلام خوجند را تماشا میکنید. عین حال فرصتی بخش تجارتی رکلام است، ولی شما دور نروید. پس از آن بخش رابطه به واسطه مستقیما با کارشناس برنامه شهرتجان ابراهیمov شما میتوانید طریق رقم‌های کوتاه 9402 با استودیو ما در تماس باشید و سوال‌های خود را پیشنهاد کنید. بار دیگر سلام عرض میکنیم تماشابینان عزیز و صبحتان بخیر و شادی باشد. میگوییم یادآور میشیم که کارشناس برنامه شهرتجان ابراهیمov در برنامه ما حضور دارند و ما صحبت داشتیم تا این دم در بخش مصاحبه آید به روندهای جهانی شوی و تاثیر آن به جامعه امروزی ما. عین حال بخش رابطه است. شما طریق رقم‌های کوتاه 9402 که در اکران‌های خود می‌بینید می‌توانید به واسطه با استودیو ما در تماس باشید و سوال‌های خود را به کارشناس برنامه شهرتجان ابراهیمov پیشنهاد کنید. زنگ اولین است، قبول می‌کنیم. السلام علیکم. صبحتان بخیر باشد. سوال داشتید؟ از کجا به ما زنگ می‌زنید؟ از سوال زنگ می‌زنید. نام کتابشون رو پرسیده می‌ده. نام کتابشون. Номи китобам в гостях у Всевышнего Господа миров, ин китоб дар Москва чоп шудааст. Боло дар инҷо нест, хай иншоалло ният дорем ба инҷо овардан. Занг занед манба хай як ду ҳаст. Дароз кардан мумкин. Занг занед? شما میتوانید به رقم بی‌واسطه شهرتجان ابراهیمov زنگ زنید که 98 777 24 45 خطا میکنم.
бор дигар такрор мекунам 98 777 24 45 ваъда додам чун дар эфир ки ба шумо дастрас мекунанд як ду нусха доранд пешниҳод мекунам. Саломат бошед. мо бо шумо кай доир ба китоб муҳтавои китоби шумо суҳбатро оғоз мекунем. Как только я принесу книги сюда, официально возьму разрешение, все должно быть в рамках закона. Албатта. Недавно издали закон, подписал наш президент, уважаемый наш лидер, о том, что импорт любых видов книг нужно получить разрешение министра культуры. Это приветствуется, это прекрасно, да. И я сейчас предоставляю свою книгу определенным органам, чтобы они прочли, чтобы они увидели, что это чисто философско-психологически основаны на воспитании детей, именно для воспитания детей, и со спокойной душой, чтобы я мог принести книги. Ждем? баъд суҳбат мекунем доир ба муҳтавои хеле саволҳо бисёр ҳастанд. Иншоалло мекунем. тамошобинони азиз, ёдовар мешавем айни ҳол бахши робита шумо метавонед тариқи рақамҳои кӯтоҳи 9402 бо студияи мо дар тамос бошед ва саволҳои худро ба коршиноси барнома Шӯҳратҷон Иброҳимов пешниҳод кунед. мавзӯъро идома медиҳем. Албатта. шумо гуфтед фурсат хеле танг аст. Чун албатта. то занги навбати марҳамат фурсат ба шумо. Ҳаракат 3-5 сония. Гапи бисёр назарам, а? Ставри мегӯянд кӯтоҳбаёни ин хоҳари кратка сестра талант. Кратко сестра талант. мо зубони русӣ. дирӯз дар шабакаи иҷтимоӣ як бо ном тарҷумони моҳир навишта шудааст. бача нафаре бо забони русӣ ҳарф мезанад, оид ба қоидаҳои муҳоҷират, қонунҳои қабул кардан дар Русия гап мезанад ва ӯ тарҷума кард истода аст як-ду ҷумла аз ҷумла як-ду калима тарҷума мекунад. баъд ҳамон гапе ки бо забони русӣ мекунад айнан фикри айнан нақшуда вай мекунад. хеле хандаовар аст, хеле хандаовар аст. аз як ҷиҳат инсон ғамгин мешавад ки чаро масалан чандон забони мураккаб нест забони русӣ тарҷума кардан инқадар душвор аст. аз дигар ҷониб Опять же, основываясь на ту же глобализацию, нам нужно понять, что мы должны учить языки. Глобализация, раз она влияет на нас со всеми, во всех аспектах нашей жизни, почему бы не начать с изучения языков? Раз мы хотим мыслить глобально, то мы должны мыслить как те страны, которые развиты. Тот же самый английский, русский, испанский, французский. Почему бы и нет? Ассалому алейкум, суҳбатон ба хайр бошад. Ассалому алейкум. Ва алейкум ассалом. Аз куҷо ба мо занг мезанед? Амсали Хуҷанд, ташаккур мегӯям барои чин барнома. Саломат бошед. Як савол доштам дар мавриди психологии кӯдак. Марҳамат. чигуна ҳавасмандии ҳамаси кӯдакро ба масалан бирун як шуғли тарбияи ҷисмонӣ гуфтам ки зиёд кунем. чун мо медонем ки имрӯзҳо бисёр бачаҳо ба телефону гаджету раҳмати бештар мекунанду аз чунин он дур ҳастанд. чигуна ҳамин вайро ба онҳо ҳаваси онҳоро пайдо кунем. Ташаккури зиёд. Саломат бошед. Хеле саволи ҷолиб. Вопрос очень кстати. Потому что часто мне же звонят и говорят, как мне отучить своего ребенка от телефона. Я говорю, вашему ребенку сколько лет? 4 года. У него есть телефон? Нет, это мой телефон. Все. Вопрос закрыт. Если это ваш телефон, почему он у него? То есть мы часто, бывает так, что чтобы просто успокоить нашего ребенка, чтобы он не плакал, мы даем ему свой телефон, свой лэптоп, свой ноутбук, какой-то еще гаджет. Но мы не понимаем, что плач – это орудие ребенка. Как говорят наши мудрые старые бабушки, дедушки, агарки бачи гирекунат, каждого семечера. Если ребенок немножечко поплачет, это ему будет на пользу. Просто уберите. Час-два поплачет, но он поймет, что это не его, что это запретно. Он должен знать, что запретно, что можно. Второе. Физкультура. Правильный вопрос. Я благодарен вам за этот вопрос, потому что сегодня мы видим, что часть подростков
и я очень этому радуюсь, по вечерам делают пробежки. Я бегаю в районе 8 микрорайона, и я вижу, когда подростки бегают целыми группами, я радуюсь. Но другая часть, большинство, сидит за компьютером. Как привить ребенку физкультуру? Просто показывайте. Пример – лучший учитель. У меня есть дома спортзал. Мы с женой периодично спускаемся в спортзал и занимаемся спортом. И за нами идут мои дети. Мой сын, мои дочери, старший сын. Никаких проблем. Главное, чтобы они видели, что вы делаете. Опять же повторюсь, пример – лучший учитель. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок занимался спортом и меньше сидел за телефоном, вы дома меньше сидите за телефоном, больше займитесь спортом. Все, что будете делать вы, будет повторять ваш ребенок. Поэтому вы должны показать. Я часто, когда сидим с друзьями, спрашиваю, чем вы занимаетесь. Ну, больше всего мы занимаемся, работаем за телефоном, у нас смартфоны, чаты и все такое. Я говорю, не делайте так. Ваши дети будут привыкать к этим гаджетам и отходить от спорта, от книги, от нравоучений, от культуры, от традиций. Чтобы наши дети выросли умными, способными, физкультурно накачанными, нам нужно показывать, как это делать. То есть самому это делать, и они пойдут за нами. Никогда ребенок не будет делать то, что мы говорим. Ребенок будет делать то, что мы делаем. Этого мы часто забываем. Вот это также второй хороший пример от глобализации, которые говорят, показывайте детям, что делать, а не говорите детям, чего не делать. Поэтому показывайте пример. Если вы с мужем займетесь спортом, будете больше заниматься в огороде, делать прогулки, культурно-массовые мероприятия, слава Богу, благодаря нашему правительству, нашему укмату у нас есть много парков. Рядом с ТГУ открылись красивые парки. Покажите детям, что нужно уметь гулять, заботиться о цветах, наслаждаться свежим воздухом, делать пешие прогулки пешком. Прививайте им то, что вы думаете полезно, делая вы сами, то есть мы сами. Гуляя, не ссорите семечки. Когда взрослые гуляют и ссорят семечки, кидают фантик от всяких конфет, от всяких чупа-чупсов, это видят наши дети, и подрастающее поколение будут таким же. Они также будут бросать эти фантики. Почему? Потому что они видят, что мы, родители, это делаем. Они не будут слушать нас, они будут видеть то, что мы делаем. Просто подавайте пример, и у вас все будет нормально. Прекрасно будет. تشکر زیاد. Пропустили звонок. باز زنگ دیگر می شود. عین حال برنامه دولتی هم باید به تربیت جسمانی جامعه قبول شده است. Это прекрасно. Это прекрасно. نسل نوروز، جوان و حتی کلانسالان نگفتم مانند من هم حقیقی علیه و دویدن گذاشتم. میبینم که در ورزشگاه میبینم زنهای کلانسال، مردهای کلانسال علیه البته نمیدوند ولی راه میگردند. ولی میبینم که در ورزشگاه از همه جوان من هستم. از چی باشد نمیدونم، یا شاید در همون محل کلانسالان زندگی میکنن. لیکن این خیلی تعجب آور است و تا یک اندازه ما نسل جوان رو وادار میسازد که پیش از همه به سلامتی خود به ورزش مشغول باشیم. иншаллоҳ беҳтар мешавад, рӯз аз рӯз беҳтар мешавад. Мо дидостем ки ҷавоно ба ин равия рафта истодаанд, шомил шуда истодаанд. хеле хурсандем. تشکر زیاد. در خانه спортзал دارید؟ فوری ورزشی دارید؟ албатта. یک بار مهمان میشیم. марҳамат. тамошобинони азиз, ёдовар мешавем ки айни ҳол мо дар бахши робита қарор дорем. шумо метавонед тариқи рақамҳои кӯтоҳи 94 92 бо студияи мо дар тамос бошед ва бевосита саволҳои худро ба шӯҳраҷон иброҳимов, коршиноси барнома, пешниҳод кунед. мавзӯъро идома медиҳем бо истифода аз фурсати байни зангҳо. албатта. байни зангҳо. зам шуд. ассалому алайкум, субҳатон бахайр бошад. ассалому алайкум, мо шуморо намешунавем. гӯшики телефонро гузоштам, шояд агар нуқсони техникӣ бошад, боз занг хоҳам зад. саволи барнома:
چی طور آداب شرقیانه و روندهای جهانی شوی چی گیریم، چی را گیریم و چی طور همین توازن رو نگه داریم. Что перенять от Запада и что оставлять на Востоке. چی طور محک رو نگه داریم که از آن خود رو برطرف نکنیم و همچنین از آن غرب رو نیز قبول کرده باشیم، البته چیزهای بهتری نشد. То есть нам нужно соблюдать баланс. В первую очередь, так как мы выросли на Востоке, нам нужно соблюдать очень и очень аккуратно и ответственно наши традиции, наши устои. زنگ از قبول میکنیم. Звонок اینجا приезжает. پریشان نکنید. السلام علیکم، صبحتان بخیر باشه. و علیکم السلام. خواهش میکردیم کمی از نزدیک تلویزیونتان دورتر روید. تشکر زیاد. حرکت میکنه و البته. سوال داشتید یا این پیشنهاد بود تنها؟ تشکر زیاد. سلامت باشید. سلام باشید. سوال دیر آشنای ما هستیم یا که پیشنهاد دیر آشنای ما هستیم. پیشنهاد دیر آشنای ما. زنگ رابطه از قبول میکنیم. السلام علیکم، صبحتان بخیر باشه. شما بخیر باشه. السلام علیکم. و علیکم السلام. از کجا زنگ میزنید؟ من ساکن شهر خوجان هستم. سلامت باشید. من درباره چه که موضوع باشه سوال دادم ممکن یا که درباره همیشه به جامعه ما برای شما امکانات میدیم که سوال خود را پیشنهاد کنید. رفتی کنم. سلام سوالی علیکم. من چنین است. من مادر دو فرزند هستم. لیکن من دو فرزند نابالغ دارم و از این دیکر به این دیکر گذشتگی هستم، لیکن دیگه مثل دورگی نیستم. من برای همین سوال دادم در صورت من گرفته میتوانم که فرزند دیگه ما به دیکر مای هستم یا که نه. من چند دیگه مراجعه کردم دوده نمیشناسم. این سالی 2016 بود، ماهای اکتبر. اما وقتی که قانون قاعده نو اومدگی این دیگه اینجا دوده نمیشناسم. فرزند یکونی دو بودم، یکونی سوال شد. من تو دیمش رو دیگه رو برومدی برای همسا دوده نمیشود گفتم و اصلی خودمو جوابی خطی دادنم اخدود. برای همسا من سوال بودم اخدود من گرفته میتونم یا که نه. تشکر زیاد. خواهر عزیز ابراز می‌نماییم که شهرت جان ابراهیموف با حیث کارشناس متوسط اسپیکر اون نفری که دائر به رشد شخصی طریق معرفت فرهنگ جهانبینی دعوت شده اند. البته این مسائل حقوقی است و به واسطه باید کودکس شهروند کودکس مهنت را دانست. اگر که خواهر عزیز به شما کارخانه با طریق خطی جواب نویسش داده باشد، شما میتونید این جواب رو به شغل اهالی درست کنید و از آنها چیزی که میگن جوابی انیق گیرید. مشورت گیرید برای اینکه شغل اهالی با این کار مشغول است و آنها به شما جوابی دقیق میدن. اتفاقی کذبه هست و در آن حالتی که شما جواب خطی گرفتید چیزی که میگن دست شما دراز است با اونجا روید و اونجا مصلحت میدن. چیزی که من میدونم با خیالم وقتی که شما از یک دیکریت به دیکریت دوم میگذارید اگر خطا نکنم با خیالم گرفته نمیتوانید. به هر حال شما باید مراجعه کنید. به هر حال تشکر برای سوالاتون. تماشابینان عزیز یادآور میشید که عین حال بخش رابطه است. شما میتوانید طریق رقم‌های کوتاه 9492 با استودیو ما در تماس باشید و سوال‌های خود را با شهرت جان ابراهیموف پیشنهاد کنید. زنگ نوبتی است، قبول میکنیم. السلام علیکم، صبحتان بخیر باشه. السلام علیکم. و علیکم السلام. از شهر ایساره. سلامت باشید. شما با حال اون برادر شهرت جان که چنین به فرزند غمخوار ملت داریم. سلامت باشید. شهرت جان اتفاق گفتنی هم که برای تازگی هر شهر و ناحیه دیگر مسئولان جوابگر باشند که از همون ناآرامی ناهمواری صحنه هوایشان جوابگردان باشند. کوچه ها ویران بشه شهرت جان. توره ها در جاهای نام ایستاده است. این آزار شهرداری نبودگی. سلامت آن باشید. مدرک از باره تربیت فرزند سوال دادن هر یک پرونده از خانده اش پرده در یاد میگیرد از صدر مدرک.
البته این البته فرزند تلفن بازی نکنه تو یک پدر مادر خودش به کار آواره شود. رحمت شما انجام به شما. همچنین سخنها بسیارتر گفته که بازرگان توجیه با بهتر میشد. سلامت باشید. خیر در خدمت خدا باشیم. تشکر زیاد برای زنگتان پدر عزیز. سلامت باشید. جانبدار هستند چون مردی روزگار دیده هستند. عموما زنگ نبزنید. زنگ رو قبول میکنیم. السلام علیکم. صبحتان بخیر باشد. سلام علیکم و علیکم السلام. شما بخیر. سلامت باشید. از کجا در تماس میشوید با ما؟ ما برنامه شما رو دیده رحمت شما و برای خانوادهتان برای همین من از کریستان مصروف. سلامت باشید. همین تازگی میشه دکتر خانم نوشته همین نوشته همین برای تازگی یکم خراب کنه مثلا جریمه داشتن همین کوچه ها و همون آدم کوچه های افراط میکنن مشکل میپرده برای خراب کنه دارن هم آدم جریمه باشن این همین تازگی بسیار برای جرم سلامتی نمید شهر ما نمید شهر همین دکتر میکنن نمید کوچه ها نوشته پردازی دست هم نمید هم سرد هم نمید حتی نوشته برای همون خارجه میتونجا و نریفاته کچی تحصیل میره اونی که اصلا دارم همین میده برای اساس قانون در اساس قانون جریمه برنامه که اولنده همین حکم میشه تشکر زیاد برای سوالتان. میراسته که الان همین توضیحی و همین یک خراب قانون بهتی نمیشه همین فرمان توضیح باشد ولی همین انسان توضیحی هست یکان آدم های هر میلیون انسان از دیگر دولتان میلیون همین رو بینن دستیشان بسیار میکنن تشکر زیاد. همین خلاصی میمونم هم میشه اگر باید توضیحی تر اعتبار میرزن